трудился год за годом и в поездах успешно воровал. Было вперед всегда под маслом дорога, и с мусорами в добром мире проживал. Однажды ждя, пока прибудет скорый, я тихо хавал при вокзальном кабаке. Ко мне подсел крутой маланец Жора, который бормотался в КГБ. Мы были связаны с ним одной веревкой. Он меня часто на клиента наводил. Зато была всегда моя добыча легкой, а Жора в долю и сомнения входил. Шепнул на ухо: послушай-ка сюда, есть дело, на которое должен ты успеть. К нам подослали со Швеции попа, и мы можем что-то с этого иметь. И я согласился сразу, потому что на фраеров таких давно не выходил. В моем лопатнике было уже не густо. Где и когда? Поспешно расспросил. На этом скором он с бригадой прибывает, привозит опиум для народа всей Руси и лжерелигию везде распространяет. В общем, его ты хорошенько протряси. Аж руки заплясали у меня, как запах импортных духов от ведов. Увидел на родном перроне я 7 белокурых лыбящихся шведов. Вот поезд тронулся, чтоб часу не терять. Прикинул быстро некий Карл среди них там главный. Ну, а дождавшись, когда все ушли в Берлять, его купе как будто тень залез я плавно. Все прошмонал уже как надо, но опять его сундук еще вдруг что-то заманило. Нашел в нем книгу и пошел ее листать. Хотя давно уже пора смываться было. Нашел в нем книгу и пошел ее листать. Хотя давно уже пора смываться было. Как только сунул всерьез свой нос туда, мне пред глазами открылась страница. И я такое там прочел тогда, что не могло мне раньше и присниться. Как истекая кровью на кресте, Иисус за нас страдал в избитом теле, а рядом с ним там на виду у всех в полусознании же 2 блатных висели. Один из них сказал Иисусу прямо: эй, сделай, шукер, слезай-ка сам с креста. Что же висишь на нем такой упрямый? Коли ты Божий сын, спасай хоть сам себя. Что же висишь на нем такой упрямый? Коли ты Божий сын, спасай хоть сам себя. Но тот другой ответил первому: Семен, ты хоть на Бога не хули. Мы здесь висим с тобой по делу общему. А его чистого на смерть отправили. И, повернувшись, он ко Христу сказал: вспомни, Господь, меня, как встретишься с отцом. Ты Божий сын, я это осознал. И каюсь, что прожил всей жизни псом. Иисус ответил: тебя я не сужу. Свой приговор ты покаянием уничтожил. Еще сегодня будешь ты со мной в раю, где в славе Божьей вместе жить мы сможем. Как будто яркий свет ворвался в бастион, в котором отдавал концы мой жалкий узник. Последний, кого спас пред смертью он, был не профессор, а конченый мокрушник. Вдруг руки сами поднялись до потолка. Я взвыл: Иисус, спасай меня от ада! Но вдруг в дверях засек того попа и понял: крышка мне попался, я в засаду. А он, как лучше, кем-то обнял меня и прошептал: теперь ты стал мне братом, Господь давно уже призвал тебя. И если хочешь, можешь стать его солдатом. Наш скорый нес нас соколом в Сибирь. За Господом пошел я не робея, чтоб
его словом изменился этот мир, в котором сам недавно я прожил злодеем. Здесь вижу каждый день, как каются воры, и проститута грязных Божий дух меняет, как падают пред ним оплоты тьмы, где только слово жизни люди принимают. В работе новой, не сморкая глаз, мне помогает Васька, бывший коммуняка. Господь Иисус просто чудесно его спас, ну а впоследствии исцелил от рака. Ах, Жора, Жора, послушай-ка сюда, я больше не вернусь к делам нечистым. Перекупил Господь меня уже навсегда. Хоть был вором, но стал евангелистом. Ах, Жора, Жора, послушай-ка сюда, я больше не вернусь к делам нечистым. Перекупил Господь меня уже навсегда. Хоть был вором, но стал евангелистом. Перекупил Господь меня уже навсегда. Хоть был вором, но стал евангелистом. Перекупил Господь меня уже навсегда. Хоть был вором, но стал